6 ноября городу Нерюнгри исполнилось 46 лет. Но, к сожалению, праздник не состоялся в связи с усилением ограничительных мер. Вернуться к вопросу празднования удалось спустя 6 дней. Как и чем сегодня живет город, расскажет наша коллега-корреспондент Ирина Кичигина. Прямо сейчас она выходит с нами на прямую связь. Ирина, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Валерия. Да, действительно, сегодня, наконец-то, совсем скоро на сцене Центра культуры и духовности имени Пушкина состоится торжественное собрание, посвященное Дню города и района. На мероприятии будут награждены около 30 человек, внесшие свой неоценимый вклад в развитие города. Сегодня, чтобы узнать, как и чем живет город, мы обратились к главе города Нерюнгри Леониду Олейнику, и вот что он нам рассказал. 2022 год у нас очень много планов. Мы будем продолжать ремонты дорожно-уличной сети. К слову, хочу сказать, что буквально в ближайшее время будет подписан указ главы республики Николая Вайсена Сергеевича по социально-экономическому развитию города Нерюнгри, Нерюнгринского района, где в том числе в этом указе будут затронуты аспекты формирования комфортной городской среды и ремонта дорожно-уличной сети. Это очень радует, потому что правительство республики уделяет очень много внимания развитию Нерюнгри, Нерюнгринского района, потому что действительно здесь хорошими темпами развивается промышленность, создаются новые рабочие места, работает успешно территория опережающего развития, и те резиденты территории опережающего развития, которые создают рабочие места, дают возможность формирования дополнительных доходов в бюджет города Нерюнгри, Нерюнгринского района. И эти дополнительные средства непосредственно будут расходоваться как раз на те цели и на те нужды, которые предусматривают полномочия органов местного самоуправления. Сегодня хочу сказать, что мы, продолжая работу по благоустройству нашего города, дорожный фонд только на содержание наших улиц и внутриквартальных проездов, на зимнее содержание, летнее содержание в объеме бюджета города предусмотрено финансирование 52 миллиона рублей. Год уже почти заканчивается, непосредственно мы работу эти проводим. Ну и очередной раз ко всем обращаюсь, дорогие нерюнгринцы. От всего сердца поздравляю вас с этим событием, с этой знаменательной датой. Конечно, 46 лет – это еще не такая большая дата в масштабе, может быть, других исторических городов. Но, тем не менее, мы живем в этом городе. Мы каждый год должны отмечать, должны помнить нашу историю. Я вас всех поздравляю, желаю вам крепчайшего здоровья. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы. 46 лет – это небольшой возраст для города, но благодаря первостроителям и тем людям, которые внесли свой вклад в развитие города, в его строительство, город Нерюнгри сегодня по праву называется столицей Южной Якутии. Мы поздравляем свой город с днем рождения и присоединяемся ко всем пожеланиям. Валерия. Благодарю, Ирина. Мы тоже присоединяемся и поздравляем город Нерюнгри. Желаем ему только процветания. Ну а я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Ирина Кичигина.